Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Прыйшоў час падвесці і фінансава-грашовыя, эканамічныя, можа быць, вынікі адыходзяча 2018 года. І ў гэтым нам дапаможа аналитик Аль-Пары Вадим Иосуп. Добрый день, спадар Вадим. Здравствуйте. Спадар Вадим, давайте вось з самага такого расчаравальнага. І сёлета мы так чакалі, што будзе ўсім по 500 і не дачакаліся. Вот чаму? Самі вінаватыя, ці ўсё ж таки вот не дадалі нам? Я думаю, рано подводить еще итоги. У нас нет статистики по зарплатам в декабре. Эту статистику мы увидим лишь в январе нового года. И я практически уверен, что в январе по 500, в декабре точнее по 500 мы увидим. Ну, за счет традиционного роста именно декабрьских зарплат по сравнению там с ноябрем и предыдущими месяцами. Потом в ноябре будет очередное снижение, но стабильность на валютном рынке, которая, я надеюсь, сохранится, позволит уже, мне кажется, в первой половине следующего года вот на эти 500 выйти достаточно устойчиво. Тым не менш, як вы лічыце, ну, я так разумею, што можа, калі ў снежні і будзе гэтыя доўгачаканыя па 500, але это не азначае, што гэта па выніку года. Ну, есть планы на конец года, да, а если говорить о средней зарплате по году, то, да, безусловно, 500 мы не увидели, и, наверное, слава богу, потому что и так доходы росли быстрее, чем надо. Рост средних располагаемых доходов населения, реальных располагаемых, опережал рост производительности труда. То есть и так зарабатывали в среднем белорусы, ну, больше, чем наработали. Ну, вы крыху апярэдзілі вот так вот маё пытанне. Тым не менш, як вам падаецца, у 2018 годзе мы ўсё ж таки сталі багацейшымі ці бяднейшымі, ну, калі браць там папярэдні год? Я думаю, что, безусловно, ну, опять-таки, брать вот это неприятное слово, в среднем мы стали богаче. Ну, опять-таки, смотря с чем сравнивать, надо напомнить, а может быть, не надо напомнить, люди это прекрасно помнят. В 2015-2016 году у нас было и падение экономики, и падение доходов в реальном выражении. 2017 и 2018 год – это время восстановления доходов после кризиса. Нельзя сказать, что сейчас мы богаче, чем когда-либо были в своей истории, но объективно народ получает побольше и живет, наверное, чуть получше, чем в 2015 и 2016 году. Ну вот тут бы я с вами, ну я не ведаю, может не спрачацца, а просто удакладніцца. Вы сказали, што жыве крыху лепш. Тым не менш, калі паглядзець, колькі там разоў, 23 ці колькі разоў за год бензин даражаў, там по копейцы, але, як кажуць, копейка-то рубель беражэ, а тут у нас аддымалі по копейцы 20 разоў з лішнім. С аднаго боку, з другога боку, як не зойдзеш у краму, то падаецца, што таксама ледзь, ну, хай сабе не кожны тыдзень, там ледзь раз на некалькі месяцаў ўсё нешта там пакрысе даражэе. Калі гэта браць да ўвагі, то ці лепш мы ўсё ж таки сталі жыць? Ну, я бы все-таки обращал внимание не на один бензин, или, может быть, даже не на одно мясо, там, свинину, курятину, которые действительно значительно подорожали, а больше обращал бы внимание на общий показатель инфляции. Вообще к этому показателю есть недоверие, отчасти, может быть, даже справедливое, но я не думаю, что его кто-то занижает в разы.
И по этому официальному показателю инфляции у нас в этом году инфляция ниже, чем была за все время существования Республики Беларусь. Действительно, мы ходим в магазины и обращаем внимание, что вот там то, что мы едим, периодически дорожает. Тут по копеечке, там по копеечке. Но я предлагаю напрячь память и вспомнить, что у нас были времена, когда буквально все могло подорожать за месяц в 2 раза. То есть мы далеко от этого ушли. И, психология человека такова, что если в корзине из 100 продуктов, которые человек там ест, пьет, покупает, пользуется, там 2 продукта подорожают, он обратит на это внимание и будет жаловаться вообще, как дорожает жизнь. Цены растут, но медленнее, чем когда бы то ни было в нашей истории. Это, наверное, здорово. Тым не менш, я вот вельмі часта, асабліва там вот з людзьмі, якія з Украіны, да прыкладу, вярнуліся, размаўляю, і яны кажуць: паглядзіш на кошты там якія, параўнаеш, колькі гэта ж каштуе у нас, і думаеш, ты у каго вайна? Вот с чем связано все-таки? Справедливое замечание. На очень многие, и, наверное, и товары, и продукты в Украине цены ниже, но надо вспомнить, что и зарплаты в целом в Украине ниже. Поэтому на вопрос, кто лучше живет, средний белорус или средний украинец, не так просто ответить, на него не такой очевидный ответ. Поэтому сравнивать вот только цены, да, наверное, не очень корректно. Да. Можно сделать сравнение в другую сторону, да, обратить внимание на то, что у нас многие вещи дешевле, чем в Европе, ну, по крайней мере, в Северной Европе, в Скандинавии, в Великобритании, но это отнюдь не означает, что скандинавы захотели бы свою жизнь променять на жизнь белоруса. То есть цены рассматривать в отрыве от доходов и доходы в отрыве от цен — такое достаточно бессмысленное занятие. Угу. То есть логика такая, может быть, что зараблять лепш у Беларуси, а тратить в Украине. Идеально, да. Калі уже заговорили про там, нет, давайте спочатку про бензин. Зараз кошт бензина за барель $50, нават ніжэй трошку, там здаецца. Я калі вот на тыдзень таму задаваў віцэ-прэм'еру, які курыруе вось гэтую нафтагазавую сферу, пытанне, я ему сказал: так вот, дзіўная ситуация, нафта дорожае, бензин у нас дорожае, нафта дешевее, бензин у нас все одно дорожае, калі ж это скончыцца? И он кажа, что ну вот калі цягам месяца бензин будзе $50 за барель, то хутчэй за ўсё тады і скінецца крыху кошт за бензин. Вы верите вот такому? Не очень я в это верю, и объясню почему. Есть ряд стран, где очень прямая связь между ценой бензина на заправке и ценой на нефть. Да? Например, в США там очень четко видно. Начнет нефть дорожать, через неделю подорожает бензин, начнет нефть дешеветь, через неделю бензин подешевеет. У нас вот эта связь между тем, сколько стоит нефть, сколько стоит бензин, она не столь очевидная. Начнем вообще с того, что цены на бензин у нас устанавливаются административно. Они очень мало связаны с мировой ценой на нефть. Но вот это отсутствие связи, оно же работает в две стороны. Сейчас мы обращаем внимание, вот с 86 до почти $50 подешевела нефть. Почему не дешевеет бензин? Но можно взглянуть на 3 года назад, когда нефть сначала упала до $27, а потом с $27 вот до этих 86 выросла. А до прошлого года у нас цена на бензин стояла, причем не просто в долларах, да, в рублях. То есть это палка о двух концах. У нас бывает, что бензин не дорожает, когда мировые цены растут в разы. Ну и обратная сторона этой медали: у нас бензин не дешевеет, когда дешевеет нефть.
Ну, вот порадовали тым, что все ж таки адносна недрэнна мы живем, тым не менш, вот на ваш погляд, я так глядзеў, асабліва не было такога рэзкага курсу там, долара, грубо кажучы, там, ну, увогуле валют у нас цягам гэтага года. Што это азначае? Можна быць там спакойным, ці можа нам вярнулася ізноўку ручное рэгуляванне? Ну, никаких признаков ручного регулирования курса я не замечал. Мне кажется, курс у нас в высокой степени рыночный. У нашего регулятора, у Национального банка, грубо говоря, есть автоматические алгоритмы, когда ему присутствовать на рынке, вмешиваться, а когда ему ничего не делать. И никакого волюнтаризма здесь особо нету. Когда в течение дня начинаются очень сильные колебания валют, причем даже не какой-то одной валюты, а именно валютной корзины, то есть с учетом всех трех валют, и доллара, и евро, и российского рубля, когда это движение выходит за определенные рамки, Нацбанк выйдет на рынок, будет делать какие-то интервенции. При этом даже это достаточно рыночный механизм. Нацбанк не указ издает там, или не приказ там, курсу стоять. Да? Исходя из наличия там, у него валюты, рыночным путем пытается там, какой-то рост этот задержать. Если дневное движение не вышло там, за какие-то определенные рамки, то Нацбанк на рынке ничего не будет делать. В чем залог этой стабильности? Ответ достаточно простой. Перестали делать глупости, которые периодически делали вплоть до конца 2014 года. Во-первых, перестали массово печатать деньги, стали сокращать госпомощь неэффективным предприятиям. Она, к сожалению, продолжается, но с каждым годом все меньше и меньше. И действительно перестали административно удерживать курс. И как только это перестали делать, с курсом все стало более-менее в порядке. На что тут важно обратить внимание? На самом деле стабильный курс не означает, что у нас в экономике вообще все замечательно. Но мы привыкли по прошлым годам, что вот плохо в экономике, плохо с валютой, экономика падает, постоянные девальвации, и для нас это как бы одно и то же. На самом деле общее состояние экономики и состояние валютного курса — это немножко раздельные вещи. То есть вот ситуация, которую мы имеем последние, пожалуй, 3 года, ничего особо выдающегося у нас в экономике нет, реформ не было и нет, но без определенных глупостей даже в такой ситуации можно иметь достаточно устойчивый, стабильный курс валюты. Калі все вот так, вот и стабильный курс, может и реформ не треба, нормально все працуе? Оно неплохо. Действительно неплохо работает. И, наверное, можно так было бы оставить, если кто-то готов встать и заявить: меня устраивает нынешняя зарплата, меня устраивает нынешний уровень жизни, я хочу с этим уровнем жизни прожить до конца своих дней и хочу, чтобы мои дети так жили. Я лично так не хочу. Я хочу, чтобы жилось получше, чтобы зарплаты были повыше, и чтобы мои дети там, через 10 или 20 лет жили лучше, чем я живу сейчас. Я хочу, чтобы отставание моего уровня жизни, ну, уровня жизни среднего белоруса от соседей уменьшалось. И вот для этого-то реформы и нужны. А если как бы, оставлять как есть, то, наверное, можно. Мне бы это не понравилось. А скажите мне, вот вы же там с простыми людьми, не старшими аналитиками Альпары, там, и не младшими, только говорите, со звычайными белорусами, а яны, вот як на ваш погляд, готовые до реформ?
Все ж памятуют польские реформы. Сразу хочу сделать небольшую оговорку или оправдание. Вот вопрос как бы готовности, неготовности к реформам – это вопрос не к экономистам. Экономисты могут придумать реформы, могут там написать план реформ, а вот готовность, неготовность – это, конечно, вопрос, наверное, политический, вопрос, наверное, социологический. Что тут важно понимать? Без болезненных реформ не бывает. Грубо говоря, если завтра начать реформы, поначалу будет больно. Может быть, будет больно год, два, три, может быть, 5. Но результатом этих реформ, если все сделать правильно, будет устойчивый рост экономики, устойчивый рост уровня жизни. Кстати, ключевое слово здесь «устойчивый» нам, белорусам, вот вроде бы, что такое рост зарплат нам понятно, а что такое устойчивый рост зарплат нам непонятно, у нас его никогда в жизни не было. У нас уже было, по-моему, 3 эпизода в истории, когда там зарплата, ну, если брать там самые давние времена, когда-то была в эквиваленте $20. Потом она за 1,5 десятилетия успешно приблизилась к 500, рухнула до 250. Потом еще раз очередные 500, там очередные 300. Очередные почти 600 было в конце 2014 года, официальная средняя зарплата. Потом опять 350. То есть вот рост зарплаты мы видели, а устойчивого роста мы его не видели за всю свою историю. Так вот, реформы нужны для того, чтобы уровень жизни рос, зарплаты росли, и это не перемежалось вот этими падениями. И для этого и реформы нужны. И, кстати говоря, можно, конечно, кивать, вы хотите, чтобы было как в Польше или как в Прибалтике, вспоминая их шоковые реформы там начала 90-х годов. Но, кстати говоря, благодаря их реформам, те, кто сейчас реформы советуют, проектируют, там те же международные финансовые организации, Всемирный банк, Международный валютный фонд, они извлекли уроки из тех реформ. И, скорее всего, те ошибки, которые совершались там, сейчас совершаться не будут. И с учетом накопленного опыта можно провести реформы менее болезненные, чем те, через которые проходили наши соседи. Но вы зараз скажете про международные структуры. Неужели вы думаете, что мы тут со своим особым шляхом ва ўсім будем озираться и пытаться подказки у неких международных структур? Мы же тут хутчэй за ўсё пойдем, ну калі пойдем ввогуле, то своим шляхом. И невядомо, чем он скончится. Ну, это, конечно, очень больной, болезненный вопрос, наши взаимоотношения с международными финансовыми организациями, наша способность прислушиваться к их советам. Ну, на самом деле, все, что мы делали в экономике последние там, 20 лет, с одной стороны, мы действительно шли своим путем, никого не слушая. С другой стороны, если так оглядеться по сторонам, то ровно вот этим же путем шли, ну, например, масса латиноамериканских стран. Да, такой популистский рыночный социализм. Да? Как в Венесуэле, например. Ну, что интересно, все-таки до Венесуэлы мы не доросли, то есть даже со всеми нашими инфляциями и девальвациями, что такое инфляция 1 000 000% в год, нам не удалось посмотреть. Но, то есть в ошибках экономических мы не уникальны, мы даже не уникальны в числе тех, кто десятилетиями набивал шишки, идя своим путем, а потом решался на реформы. Ну, я не рассчитываю, что там с завтрашнего дня наше руководство скажет: все, мы соглашаемся с рецептами МВФ, мы согласны на реформы, но я надеюсь на какие-то подвижки в этом направлении. И тут начинает работать та логика, в которой глава государства совершенно справедливо упрекает оппозицию, когда говорит: вот вам чем хуже, тем лучше.
Действительно, эта логика работает, потому что когда у нас в экономике все неплохо, нам никакие реформы не нужны, мы и сами с усами. А когда оказывается, что денег меньше, какие-то способы зарабатывать, которые раньше были, перестают работать, вот тут руководство страны начинает соглашаться на реформы. И, кстати говоря, те реформы, которые у нас частично были проведены, они благодаря кризисам. Вот эта стабильность на валютном рынке, которую мы наблюдаем последние 3 года, это после серьезных валютных крахов в 2011 и в конце 2014 года. То есть не было бы тех крахов, мы бы до сих пор ручками устанавливали бы курс доллара и ждали бы в будущем этого краха. Сейчас мы его пока не ждем. Паговорым пра крыху, можа быць, будучае, чаго чакаць. Вот ужо нам анансавалі, што мы больш будзем плаціць за розныя там камунальныя паслугі. Вот вы просты чалавек, таксама плоціце камуналку, жывеце ў звычайнай кватэры, не ў катэджы ў Драздах, дзе невядома па якіх яны тарыфах плацяць ці плацяць увогуле. Вы гатовыя, і ці вот пралічвалі вы, там, вы ж любите вообще финансы-то лечить, проличивали, накольки оправданное то, что вот нам, накольки нам подняли кошты и сказали, это нормально, вот столько вы и повинны платить. А вы как думаете? Ну, это тоже отдельный и очень большой вопрос. Ну, начнем мы с того, что, я думаю, этот январь не принесет нам каких-то больших сюрпризов, потому что уже сколько лет подряд нам каждый январь поднимают квартплату, причем, что интересно, эта цифра, озвученная президентом, каждый год не больше, чем на $5. Да, эти $5 мне совершенно не нравятся, а как же наша дедоларизация? Давайте поднимать не больше, чем на 10 рублей, а не... С одной стороны, если вспомнить, что у нас льготировались многие тарифы, мы платили ниже себестоимости, то то, что эти тарифы приходят в соответствии с себестоимостью, это, в принципе, неизбежно. И я не вижу в этом ничего несправедливого. Но при этом есть очень большой и больной вопрос, из чего эта себестоимость складывается, да, сколько в этой себестоимости бесхозяйственности, сколько в этой себестоимости воровства. И этот вопрос тоже справедлив. И о чем это говорит? Надо говорить не о том, что надо там продолжать датировать коммуналку. Цены на нее в соответствии с себестоимостью надо приводить, но нужно заниматься реформами, в данном случае системы ЖКХ, да, надо разбираться с их затратами, с их эффективностью, да, и разобраться, из чего эта себестоимость складывается. Ну вось нам, як вы уже таксама азначылі, анансавалі, што будзе узнімацца эта аплата паслуг ЖКХ, розныя там параметры по-рознаму, там где-то там 15, где-то там крыху меней процентаў падымецца. Ужо, вядома, той же самы віцэ-прэм'ер анансаваў, што у 2019 годзе прыблізна на 5-7% падаражэе бензін. Думаю, што не будем здзіўляцца, убачыўшы чарговы рост коштаў у крамах на харчовыя прадукты. Як вы лічыце, вот ўсё гэта нейкім чынам, вот якім чынам дакладней паўплывае на ўзровень жыцця ў наступным годзе? Ці можа нешта нам дапаможа, што мы ўсё адно будзем крыху, но лепей жыць? Смотрите, у нашего правительства каждый год есть планы по росту реальных доходов населения. Да, что значит реальные доходы населения? Это рост доходов с учетом инфляции. То есть можно смотреть на номинальную цифру, что я вот тут получал 500 рублей, стал получать 600 рублей, много это или мало, это тоже ни о чем не говорит, если не знать, насколько выросли цены. Рост реальных доходов означает, что цены растут, но при этом доходы растут чуть быстрее, чем цены, и, по сути, мы становимся чуть-чуть богаче даже с учетом роста цен. У нас вот в уходящем году, если не ошибаюсь, порядка 18% рост реальных доходов.
То есть это означает, что на 18% наши доходы обогнали рост цен. Ну, официальные средние доходы, официальный рост цен, к которому могут быть вопросы, тем не менее. Ну, тут есть еще один очень важный момент. Вот эта статистика наша говорит про среднего белоруса, которого на самом деле в природе не существует. То есть далеко не каждый человек на своем кармане этот рост почувствовал. Да? Есть, я думаю, миллионы людей, которые вот сейчас меня там услышат, да, и возмутятся, да, что этот дядька несет, у меня никакие доходы не выросли. Это, к сожалению, да, это не про каждого, это про среднего, да, а средний белорус, это и с учетом айтишников, и с учетом пилотов, и с учетом того, что получает директорат, и с учетом того, что получают чиновники. И с учетом того, что кто-то где-то в регионе рад найти работу за 200 рублей и найти ее не может. Ну, в среднем вот такая картинка как бы вырисовывается. Ну да, не вельмі, в прынцыпе, прыемная. С одного боку обнадежили, с другого боку сказали, что не ўсе-то вы тут обнадеживаетеся. Тым не менш, чаго чакаць ад наступнага года? Вот вы, я думаю, что уважліва прочитали и бюджет на наступны год, и планы ўрада на наступныя там ближайшие 2 гады. Верите вы у закладенные там лічбы и по там, инфляции, по росту внутреннего валового продукта, ну и все вот остальные такие показчики, какие нам там понапрописывали? В какие-то верю, в какие-то нет. Что касается инфляции, планы по снижению инфляции до 5%, ну, более-менее правдоподобны. Я бы не дал руку на отсечение, что удастся снизить инфляцию ниже 5%, но, скажем, диапазон 5-5,5%, то есть небольшое превышение вот этого плана, ну, небольшое, я вполне допускаю. Что касается ВВП, с ВВП у нас же последние годы вообще цирк. У нас есть несколько планов по росту ВВП. Есть так называемый целевой прогноз, который служит для того, чтобы мы смогли исполнить несбыточные заветы Всебелорусского съезда. Или как он там правильно называется. И вот, согласно как бы таким планам, у нас должна экономика в следующем году вырасти на 4%. Ну, здесь я могу только процитировать Станиславского, не верю. Ни при каких обстоятельствах я не вижу роста на 4%. Последние годы, в прошлом году, в начале нынешнего года у нас был восстановительный рост вот к предыдущему падению. Этот восстановительный рост себя исчерпал. Поэтому, кстати говоря, в бюджете прописаны уже более реалистичные цифры. Да? То есть не то, что нам хотелось бы получить, а то, на что с точки зрения правительства мы реально можем рассчитывать. Там цифра, по-моему, 2,1%. Эта цифра более реалистична, но при сохраняющемся статус-кво, да, можно было бы сказать, что, наверное, на 2% экономика в следующем году может вырасти. Но мы прекрасно знаем, насколько наша экономика зависит от российской. Российская экономика растет, но темпы роста замедляются. Там даже по всем официальным российским прогнозам, по прогнозам международных структур, там идет замедление экономики. В России сохраняется угроза различных новых санкций, сохраняется влияние на Россию снижающихся нефтяных цен. И у нас может быть просто серьезное торможение экономики, даже не в силу там каких-то внутренних причин, которых тоже хватает, не в силу там даже нашей нереформированности, а просто в силу того, что сильно замедлится российская экономика. Мне кажется, можно рассчитывать на рост, ну, я бы дал разбежку 1-2%. Ну, хоць не так аптымістычна, як нам кажа, абяцае Румас і сябры ўраду, тым не менш і тое добра. Такая на заканчэнне праграма. Бліц
наших любимых з вами пытанняў. Перш за ўсё, валюта. У чым яе захоўваць? Ну, маюцца на ўвазе у кубышцы, у банку и ў якіх валютах? Основной принцип – это диверсификация, ну, исходя из того, что будущее мы можем пытаться прогнозировать, но точно его не знаем. Я бы предложил вариант, не удивлю, достаточно стандартный. Можно разделить деньги между белорусскими рублями, долларами и евро. Подчеркиваю, почему в этом списке есть белорусские рубли. Для кого-то это может выглядеть странно. Депозиты в белорусских рублях на сегодняшний день приносят неплохой доход. Он обгоняет инфляцию, он сравним с учетом девальвации, с тем, что могут приносить валютные депозиты, ставки по которым уже там упали в пол. Там, по-моему, уже и 2% не найдешь. Поэтому, когда я говорю, храните часть денег в рублях, это не в рублях под подушкой, а, безусловно, в рублях на депозите. А вот оставшуюся часть, валютную часть, опять же, имеет смысл поделить между долларом и евро. И там, учитывая предельно низкие ставки по депозитам, вот уже большой разницы нет. Храните эти деньги под подушкой или там на депозите. Но если у вас нет миллионов долларов, насколько вам будет там интересно, условно говоря, 1,5% годовых там на валютном депозите, я не знаю. Но разделять. Про курсы. Вот, скажем, 25 числа пройшоў раунд перамоў паміж Лукашенко і Путіным па пытанні кампенсацыі падатковага манёўра. Ні да чаго не дамовіліся, і на наступны дзень з'явіліся ў СМІ загалоўкі. З-за таго, што дамоўленасці ніякай не дасягнулі, беларускі рубель, курс яго абваліўся. Завтра чарговы раунд перамоваў. Вот навагодняя, пераднавагодняя ад вас парада. Бегчы можа ў абменнікі, ці там набываць, здаваць, што рабіць, і наколькі ўвогуле гэтыя перамовы связанные с курсом рубля белорусского? Я не верю в связь между неудачными переговорами и курсом белорусского рубля. Ну, во-первых, все-таки курс стоит оценивать с точки зрения тенденции. Когда валюта дорожает там в течение полугода постоянно, это тенденция. Если валюта вырастает за один день на 30%, как это было в 2014 году. Ну, по времени это не тенденция, а это достаточно важный факт, как бы, от которого никак не открестишься. А то, что, условно говоря, там за один какой-то день, который, я считаю, просто совпал с неудавшимися переговорами, доллар вырос, там, условно говоря, на 1%, пусть даже на 1,5%. Это не тенденция, это одна точка, по которой невозможно сделать вообще никакие выводы. Мы можем делать, кстати говоря, предположения. Предположения, может быть, не очень приятные. Дело в том, что наш валютный рынок, наша валютная биржа, у экономистов есть специальный такой термин, говорят узкий рынок. Узкий рынок подразумевает, что там очень маленький объем операций. В среднем по 3 валютам, доллар, евро и российский рубль, в день проходит сделок в эквиваленте приблизительно 30 миллионов долларов суммарно. Что это означает? Это означает, что сумма порядка 10 миллионов долларов – это очень много для нашего рынка. Если вот просто какое-то крупное государственное предприятие, у него рублевая выручка, валютный кредит, наступает дата погашения кредита, и ему надо купить 10 миллионов, вот это предприятие выходит на рынок, выставляет заявку, хочу купить 10 миллионов, в такой день доллар сильно дернется. Просто потому, что 10 миллионов для нашего валютного рынка это очень много. Кстати говоря, есть еще и вопросы к подобным предприятиям. Да? То есть, надо научиться банальным вещам, надо тебе 10 миллионов долларов купить, покупай за 10 дней по 1 миллиону.
Ну, у нас это никому не надо, особенно если это госпредприятие. Чужие деньги зачем считать, что я куплю валюту дороже, куплю валюту дешевле. Деньги не свои, им это все равно. И у нас вот очень часто бывает, что вот в определенные дни просто вот бахают суммы, курс скачет. То есть о том, что сейчас началась какая-то особая тенденция по ослаблению белорусского рубля, и поэтому надо срочно бежать в обменник. Нет, я признаков не вижу. Хотя есть еще один фактор. Последние дни сильно падает российский рубль. Он сейчас вернулся к уровням сентября текущего года. Когда сильно российский рубль падает к доллару, у нас автоматически доллар растет, российский рубль падает. Сказать, что что-то происходит именно с белорусским рублем, что-то у нас там сильно ухудшилось на валютном рынке, нет, я пока не вижу для этого оснований. Ну, то есть вот ваш прогноз, курс доллара будет в наступным году резко может потом подрасти? Ці будет вот які сёлета приблизно? Хитрый вопрос, может, да? На вопрос, может ли подрасти? Может подрасти. Может не подрасти. Может не подрасти. То есть, смотрите, теоретически может быть все, что угодно, но я считаю, что вероятность резкого скачка, она очень низка. Я не стал бы ее исключать там на 100%. И не могу сказать, что ни при каких обстоятельствах не может рубль обвалиться. Вероятность этого, я считаю, очень низка с учетом того, что вот эта более-менее ответственная, вменяемая политика Национального банка будет продолжаться. У нас не начнут опять печатать деньги. У нас не начнут сильно искусственно гнаться за раздуванием зарплат. Даже накануне выборов. Кстати говоря, предыдущая вот выборная кампания и в парламент, и президента, она ж не сопровождалась каким-то искусственным разгоном зарплат. Да? Поэтому, то есть тут не надо изобретать чего-то нового, достаточно вот вести себя на денежном, на валютном рынке так, как вот вели себя с 2015 года, и этого достаточно для более-менее стабильной ситуации. Вось такие фінансава-валютныя, эканамічныя аналітыка і прагнозы на будучае ад аналітыка Аль-Пары Вадзіма Іосупа. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Для вас у студыі працаваў Зміцер Лукашук. З надыходзячым вас. Всего доброго.